Добрый день. Ну, разговор у нас сегодня будет грустный. Это обозначено и в теме сегодняшнего моего выступления, потому что гитара испанская, а точнее андалузская, она такая плачущая, рыдающая. И основные темы в лирике Лорки – это судьба, любовь и смерть. Я хотел еще сначала рассказать о нескольких его пьесах, но, наверное, не успею, поэтому только так мельком расскажу про две его пьесы, типично испанские. Но перед тем, как перейти к Лорке, хотелось бы найти некоторые параллели между испанской литературой и нашей русской. Лорка родился в 1998 году, и он был современником некоторых событий, которые происходили и в России, бурных событий. Поэтому я сначала, и так как это гитара, то сегодня будет много песен звучать на стихи Лорки и по мотивам Лорки. И некоторые из них, я думаю, будут для вас неожиданными. На русском. Надо сказать, что Лорка в силу своей поэтической манеры довольно адекватно переводится на русский язык. У него, с одной стороны, образы неожиданные и сложные метафоры, неожиданные, но они предметные. Поэтому, как правило, я сравнивал переводы испанские, русские и английские. Они, в принципе, по строчкам все совпадает и по тематике. Универсальная поэзия, сейчас, я думаю, вы в этом убедитесь. Итак, первая песня, которую мы сегодня послушаем. Многие, наверное, эту песню знают, но начнем с того, что Лорка родился в Гренаде. Но сейчас я вам выведу на экран текст этой песни, и мы увидим абсолютно совпадающий с лорковским образный ряд. Хотя это, конечно, не заимствование, не влияние, потому что эта песня, стихотворение, точнее, которое потом легла в основу песни, было написано в 1926 году. То есть это были современники. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующие моменты, которые мы потом встретим в стихах Лорки. Во-первых, вся песня, все стихотворение строится вокруг песни. И яблочко песню держали в зубах. Он пел, озирая родные края. Но яблочко песню играл эскадрон. Ушел мой приятель и песню унес. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. И новые песни придумала жизнь. То есть одним из персонажей в этом стихотворении является песня. Соответственно, у Лорки в сборнике стихов будут носить в своих названиях песню, и многие стихотворения будут посвящены песне. Плач испанской гитары. Здесь у нас гитары нет, но здесь есть у нас похожий инструмент, наверное, вы услышали. Играл эскадрон смычками страданий на скрипках времен. Да, тоже струнный инструмент с смычками страданий. У Лорки плачущая андалузская гитара, здесь смычки страданий. Все стихотворение, вся песня про всадников, про кавалеристов. Да. Эскадрон, мчались в боях, ехали шагом. И лошадь устала степями скакать. Товарищ впервые оставил седло. Вот. Песня про кавалеристов, про всадников. Этот же образ мы будем встречать у Гарсиа Лорки, потому что
юг Испании, Гренада, в которой он родился, это цыганские края, ну а цыгане – это свобода, это лошадь. Поэтому часто в стихотворениях Лорки встречается именно лошадь. Тема смерти. Тема смерти. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Грена. Смотрите, смерть ассоциируется с луной. Это очень четкая связка в лирике Лорки. Луна – это холодный свет смерти, это солнце ночи, это солнце мертвых. Вот. В фильме «Андалузский пес» есть вот та самая луна. И последнее, подводя итог. Он песенку эту твердил наизусть, откуда у хлопца испанская грусть. То есть, когда речь идет об испанских песнях или песнях, связанных с Испанией, обязательно грустно. Да, еще два момента. Вот такие обороты абсолютно входящие в оборот Лорки. Степной малахит. Ну, малахит, как вы знаете, зеленого цвета. Зеленый цвет – это любимый цвет Лорки. Это цвет травы, цвет вечного круговорота жизни. Вот. Или про на бархат заката слезинка дождя. Вот это тоже похоже на выражение, которое использует Лорка. Новая песня придумала жизнь, не надо, ребята, песню тужить. Люди приходят и уходят, а жизнь продолжается. Это причина, по которой стихи Лорки акцентированы, сосредоточены на теме смерти. Каждый из нас в отдельности умирает, от осознания этого уйти никуда нельзя, но природа, мир будет продолжать жить. Вот это напряжение между осознанием того, что ты конечен, а мир бесконечен, это заставляет поэта обращаться к данной теме. Это было такое вступление. И чем я объясняю наличие в стихотворении Михаила Светлова, советского поэта, образного ряда, который характерен для Лорки? Потому что поколение, к которому относился поэт Лорка, стремилось найти некие универсальные метафоры. А они универсальны и поэтому легко воспринимаются, легко воспроизводятся, и главное, они появляются независимо от них в поэзии других стран. Хотя перекличка с Испанией здесь есть. Теперь обратимся опять к Испании. Лорка относился к группе поэтов, писателей, драматургов, философов, которая называлась «Поколение 27-го года». В Испании начала 20 века, рубежа веков, интеллектуалов, творческих людей, и они сами себя часто так называли, принято было обозначать словом «поколение». Причем поколение обязательно с указанием года. Началось это с недоброго для Испании 98-го года. Вот первым было поколение 98-го года. В 1898 году Испания потеряла свои последние колонии в западном полушарии. Это Филиппины и Куба. То, что потеряли, это плохо. Обиднее всего было то, что войну испанцы, да, война была короткой, и особенно обидно было то, что они проиграли войну американцам. А Америка в те времена – это страна такая второго-третьего ряда, а испанцы были уверены, что они еще сверхдержава. Поэтому для национального самосознания это был большой шок.
И в том числе в интеллектуальной сфере испанцы начинают искать какой-то способ решить проблему отставания от других стран. А отставание это возникло не на пустом месте, оно было очень долгим. Испания, так же как и Россия, это окраина Европы. Но Россия это восточная окраина, это пространство между Азией и Европой. А Испания это западная окраина, между Африкой и Европой. И поэтому Испания постоянно ощущала такую свою особость, свой особый путь. Когда в XVI веке испанцы завоевали, приобрели огромные территории в Южной Америке, они получили доступ к богатейшим ресурсам, и это ресурсное проклятие привело к тому, что метрополия, то есть сама Испания, постепенно приходила в упадок. И поэтому у испанцев есть такое прерывистое развитие в культуре и в литературе в частности. Это блистательный XVI век, конец XV, XVI век и почти весь XVII век. Он у них так и называется, Золотой век. Вот. Сервантес, например, относится к этому периоду, Лопе де Вега относится к этому периоду. Вот Гонгора, который здесь на слайде упоминается, относится к этому периоду. А потом она постепенно, Испания, приходила в упадок и экономически, и социально, и культурно. И вот таким последним гвоздем и таким последним петухом жареным, который клюнул испанцев, была вот эта война. Повторяю, по своей значимости она для Европы так, периферийное явление, но для Испании это было большим шоком. И было два пути, по которым могла пойти Испания. Тоже ситуация очень похожа на Россию. Первый вариант – это провести модернизацию, как это сделали, например, совсем недавно это конец XIX века, японцы. Японцы, они просто скопировали все западное. И в Испании были такие настроения, было такое мнение, что надо копировать достижения, передовых стран Европы. Ну, как вы понимаете, по отношению к Испании говорить, что копировать Запад не совсем логично, потому что это и есть Запад, юго-запад. Но, тем не менее, были такие настроения. Но второй был вариант – это реконструировать, перепридумать, пересоздать свою особую испанскость. Это то, что близко к тому, что в России XIX века называлось почвенниками. То есть вот так, если сравнить, славянофилы себя дискредитировали, приверженность старым традициям изжила себя, но при этом полностью отвергать ее нельзя. Нужно сохранить вот эту самобытность, связь нашей культуры с почвой, с народом. И поэтому испанская литература пошла не по пути слепого копирования, заимствования образцов из, например, французской литературы или английской литературы, хотя влияние это было, я об этом скажу. А они решили модернизировать, осовременить культуру обращения к народному пласту. Не к аристократическому, а именно к народному пласту. Поэтому, кстати, у них было такое неоднозначное отношение к фигуре Дон Кихота, потому что Дон Кихот для них олицетворял вот эту аристократию, которая оторвалась от жизни и которая тянет Испанию в прошлое. И поэтому было несколько таких резких работ, например, у Мигеля де Унамуна, это испанский философ начала XIX века, что надо бы нам Дон Кихота закопать поглубже и забыть, кто такой. Потому что это то, что тянет Испанию назад. Вот. И несколько попыток было вот таким образом осовременить, модернизировать, но при этом сохранить свою самобытность. Лорка относится к поколению 27-го года,
Оно названо так не в связи с войной, а в связи с тем, что отмечалось типичное для этого поколения 27-го года, обратите внимание, не только в Советском Союзе такая традиция появилась, праздновали смерть Гонгора. Довольно странно, да, когда отмечается и широко празднуется смерть. Ну, похоже, были мероприятия в Москве, в Советском Союзе, в Москве в частности, в 1937 году. Празднование смерти Пушкина. Ну, кстати, по отношению к эстетике этого поколения, празднование смерти – это тоже неплохо, вполне логично. Другие названия этого поколения – поколение диктатуры или по самым видным представителям данной группы поколение Лорки и Гильена. Это два поэта. Самые известные представители, кроме тех, которых я назвал, Рафаэль Альберти, Луис Бунюэль. Это, кто знает, это кинорежиссер, авангардист, классик киноискусства. Он, собственно говоря, был одним из тех, кто создавал киноязык. Это такой испано-французский Эйзенштейн, да? Или Гриффит американский. Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали относится к этому же поколению в живописи. И на ранних этапах к этому направлению относились латиноамериканские авторы Пабло Неруда, Висенте Уидобро и Хорхе Луис Борхес. Как я сказал, поколение 98-го года, Антонио Мачадо – это поэт, Унамуна – это философ, относящийся к этому поколению. Они, как альтернативу обновления испанской культуры, испанской литературы, видели в возрождении национальных традиций. Поэтому интерес к фольклору, интерес к испанским романсеро, кансоньеро, к фигурам XVII века, к фигурам Золотого века Испании – это Кальдерон и Гонгора. Они больше к Кальдерону, а поколение 27-го года будет больше обращаться к Гонгоре. Так вот, продолжая этот путь почвенческий, поколение 27-го года добавило к национальной традиции достижения европейского авангарда. И те имена, которые я назвал, Бунюэль, Сальвадор Дали и Лорка, это, с одной стороны, испанские деятели искусства. Они корнями уходят в Испанию, но в то же время они авангардисты. Этот авангард был футуризм, кубизм, сюрреализм. Да, и как вы понимаете, для Испании, что сюрреализм в Париже, что футуристы в Санкт-Петербурге, это в равной степени те, у кого надо учиться. Поэтому некоторые стихи советских поэтов в 20-е годы печатались в Испании, в испанских журналах раньше, чем они опубликовались в Советской России. Очень была тесная связь между испанским этим поколением 27-го года и советской поэзией. Тогда гайки еще не были сильно закручены, и границы были довольно прозрачные, поэтому никто особо не обращал внимания на то, что какого-то поэта перевели издали в Испании. Кроме того, они все были близки к коммунистам и анархистам, поэтому такие были идеологически родственные фигуры. И поэтому добавляется еще к фольклорным традициям, да, чуть-чуть вернусь назад, романсеры и кансоньеры – это народные песни про сюжетные народные песни, которые, как правило, рассказывали о трагической любви. Романс – это вариант баллады в испанской поэзии. Добавили виртуозную поэзию Гонгора. Гонгора – это поэт начала XVII века, который отличался тем, что писал очень непонятные стихи. Его называли темный поэт. Он считал, что чем виртуознее, чем причудливее, чем вычурнее, чем непонятнее стихи, тем выше их ценность. Тем они ближе к художественной истине, которую так стремились найти представители поколения 27-го года.
Понятие, которое возникло в теоретических работах представителей этого поколения, называется чистая поэзия. И вот я упоминал, что стихи Лорки, с одной стороны, они такие причудливые и неожиданные сравнения содержат в себе, но в то же время они достаточно адекватно и легко переводятся на другие языки. Потому что их задача обнажить мироздание и выразить вот эту простую истину, которая лежит в основе мироздания, с помощью понятных универсальных метафор. Вот они стремятся, с одной стороны, к неожиданным ракурсам, к неожиданным поворотам, а с другой стороны, к простоте. Как в стихотворении, которое я вам только что давал слушать, «Степной малахит», «Бархатный закат». То есть, с одной стороны, неожиданные сравнения, а с другой стороны, очень вещественные, очень понятные, очень простые, наглядные. Вот сейчас мы с вами послушаем набор таких метафор. Это не стихи Лорки, но песня называется «Федерико Гарсия Лорки». И вот сейчас вы услышите образный ряд, набор метафор, которые проникновенны именно потому, что они очень так фундаментальны, очень архетипичны. Непосредственно выражают некое высшее знание. Исполнителя и автора вы все прекрасно знаете. Ну вот здесь тоже. Это Александр Розенбаум, Александр Яковлевич прекрасно владеет виртуозной игрой на гитаре, поэтому он не мог пройти мимо, естественно, Лорки. И вот эта его песня так, написана по мотивам как раз его поэзии, и тут основные мотивы присутствуют. Научился Бог терпеть, научились птицы петь, вот и мы с тобой сумеем все преодолеть. Печаль и страдания. Страдания и печаль. Плач. Да? Вот эта плачущая гитара, плачущая интонация, она очень верно передана в этих стихах. Да, запись 1995 года. Да, и набор образов, которых вот я сказал, универсальные, простые. Зеленью озерных свежих трав и неистовством лавин, терпких вин. Да, вот предметные, простые образы, но которые относятся к чему-то очень фундаментальному, к чему-то архетипичному, к чему-то универсальному. Вот. И они поэтому оказывают такое мощное воздействие на воображение слушателей. Задача поэзии, чистой поэзии, согласно представлениям группы поколения 27 года, состояла в том, чтобы вскрыть в окружающем нашем мире, найти в окружающем нашем мире нечто вечное, нечто неизменное. Отделяет всего наносного от случайного, приходящего. Таким устойчивым и вечным для поколения 27 года становится то слово, которое несколько раз вы слышали в предыдущей песне. И моей чуть-чуть не сбывшейся любви. Рассуждали испанские поэты так. Наш мир охвачен силами, которые ввергают его в хаос, раздирают его на части. И противодействовать этим силам может только любовь. Любовь – это то, что соединяет, то, что устанавливает контакты, и поэтому любовь – это гармония и красота. И поэтому любовь – это главная сила, которая противостоит уничтожению, то есть смерти. И поэтому наряду с темой смерти обязательно появляется тема любви в этих стихах. Да, Гарсия Лорка жил в начале 20 века. По годам жизни видите, что Мачадо и Унамуна были старшими современниками поколения 27 года. Жизнь Лорки трагически оборвалась. В 1936 году начинается гражданская война в Испании. И мятежники, фашисты, фалангисты точнее, это
испанский вариант фашизма. В общем, он в самом начале войны погибает. Поэтому успел написать не так много. Другие представители поколения 27 года, они свою творческую жизнь, тем, кому повезло, прожили очень активно и еще много успели написать, создать. Общая характеристика его поэзии. Как я сказал чуть ранее, он стремился в своих стихах воссоздать нечто гармоничное, показывал связь между человеком и природой. Природа у него одухотворена, очеловечена, то есть она живая, и часто лирический герой ведет с ней диалог. Человек – это часть мироздания, и три основных мотива поэзии, начиная с ранних стихов. Судьба, смерть и любовь. Соотносятся эти три мотива так. Испания страна довольно религиозная, в те времена была, католическое сознание. Поэтому и Унамуна, Мигель де Унамуна, и Гарсиа Лорка размышляет о бессмертии души. Но так как это 20 век, и они осознают, что душа человека не бессмертна, они в это не верят, они осознают, что после смерти ничего не будет. И вот для них жизнь представляет собой путь, который обязательно оканчивается смертью. И их жизнь проходит под знаком ожидания смерти. Смерть неизбежна, и поэтому перед лицом неизбежности смерти все остальные события тоже кажутся предрешенными. Это тема судьбы. То есть как люди религиозные или пострелигиозные, они не могли об этом не думать, они не могли об этом не размышлять, но именно потому, что они уже были представителями светской, секулярной эпохи, они понимали, что такого утешения, как бессмертие души, нет. Вот. И поэтому тема судьбы связана с темой смерти. Разум это понимал. А эмоционально они с этим никак не хотели соглашаться. И поэтому они напряженно вели поиск той силы, того начала, которое могло бы противостоять смерти. И это начало, которое противостоит смерти, в их понимании, это любовь. Отсюда такое постоянная ассоциация, постоянное сопоставление, нахождение рядом этих двух понятий – любовь и смерть. Любовь – это то, что противостоит смерти, смерть – это хаос и дисгармония, а любовь – это то, что соединяет разрозненное, и то, что гармонизирует, и то, что позволяет нам запечатлеть свой облик, пронести его через приходящее время. Вот, то есть любовь, почти как по Данте, это некая сила универсальная, которая управляет миром, которая противостоит хаосу. В понимании испанских поэтов поколения 27 года и, в частности, Лорки. Первый сборник стихов, такой зрелый, который принес ему успех, назывался поэма «А канте хондо». Канте хондо буквально означает глубинное пение. Это традиция фольклорная в области на юге Испании, которая называется Андалусия. И Лорка пишет свои стихи в подражании вот этой народной традиции глубинного пения. Цитата из лекции Лорки о канте хондо. Канте хондо – это бесчисленные градации страдания и печали. Где бы они ни рождались, в сердце Сьерры, Сьерра – это горная часть, или в апельсиновых садах Севильи, или на гармоническом побережье Средиземноморья, эти строфы имеют общее содержание – любовь и смерть. Канте хондо – это явление андалусийское, и поэтому гитара не просто испанская, а андалусийская. Здесь я дам такое пояснение.
Дело в том, что Испания – это страна, которая очень четко и жестко разделена на отдельные регионы. Если вы в Барселоне будете называть местных жителей испанцами, то вы можете за это поплатиться, потому что это не Испания, а Каталония. Испанского языка нет. То, что мы называем испанским языком, это на самом деле кастильский язык. Кастилия – это самый крупный регион в Испании, потому что там есть галисийское наречие на севере Испании, на северо-востоке Испании есть баски, у которых язык вообще непонятно к какой группе относится, к какой семье относится. А юг Испании, Андалусия, Гренада, где родился Лорка, и о которой пел песню лирический герой Михаила Светлова, это юг. Это та территория, которая позже всех остальных вошла в состав Испании. А почему еще Испания – это граница между Европой и Африкой? Так же, как Россия – это пограничная область между Азией и Европой. Дело в том, что Испания долгое время была завоевана арабами, маурами. Постепенно в средние века территорию христиане отвоевывали обратно. Это называлось по-испански реконкиста. И последняя область, которая была отвоевана в 1492 году, в январе, а в октябре они открывают Америку и по привычке начинают завоевывать другие земли в западном полушарии. И там уже начинается конкиста. Конкистадоры, слышали, да, это выражение? Это уже завоеватели. Это были отвоеватели, а там завоеватели. Так вот, эта территория Гранада, Андалусия, Гранада – это центральный главный город, а область называется Андалусия. Она больше остальных хранит память о влиянии Арабского Востока. И вот Канте-Хонда – это влияние Востока, это мавры и цыгане. Вот, и отсюда мотивы, которые… И отсюда второе произведение будет, второй сборник будет называться «Цыганская романсера». Вот. Влияние искусства Востока, арабы и цыгане. Ну, как сказал бы испанский Александр Блок, да, мавры мы, да, африканцы мы, с пылающими черными глазами. Да, у Блока немного по-другому, но испанцы на это имеют не меньше прав, чем другие. Да, я забегая вперед скажу, что когда я слышу утверждение, начинающееся со слов «только в России», то обычно после этого следует утверждение, и я вспоминаю 3 или 4 писателя или поэта из Германии, Америки, Англии и так далее. Я в конце вам в качестве сюрприза покажу, насколько сходны с испанскими мотивами Лорки некоторые абсолютно русские песни. Итак, влияние искусства, вот этот мультикультурный котел породил такое явление, как Канте-Хонда. Вот это стихотворение из сборника «Поэма о Канте-Хонда». Ну, я сейчас вам опять на экран выведу текст и обращу ваше внимание на те образы, которые, собственно говоря, мы с вами встречали в стихотворении Гренада. Так. Одиночество, да? Кордова одна на свете. И, как видите, вот это очеловечивание. То есть это город Андалусии, в Андалусии, на юге Испании, но он воспринимается как некая личность, которая страдает от одиночества. Дальше. У нас кавалеристы, всадники, то есть лошади, которые перемещают человека в пространстве, обеспечивают ему свободу. Время суток – ночь. И поэтому небесное тело, которое освещает, это луна. Ну, в данном случае месяц. Месяц низкий. Теперь, помните, у нас хлопец мечтал освободить крестьян в Гранаде, но ему это не удалось, и мертвые губы шепнули Грана. Хоть известен путь, а все же не добраться мне до Кордовы. То есть это обязательно нереализованное желание. Это страстное желание, это когда человек очень хочет что-то сделать, но у него не получается.
Это типичный мотив для для поэзии Лорки. Конь мой Пеги, месяц красный. А почему у него не получится добраться до Кордовы? Смерть с высоких башен Кордовы. Ай, далекая дорога и так далее. Я со смертью встречусь прежде, чем увижу башню Кордовы. Да? Короткое стихотворение. Вот в этом стихотворении все мотивы поэзии Лорки присутствуют. Опять-таки цитата из лекции Лорки о Канте Хондо. Персонаж – это печаль, то есть эмоции, которые приобретают черты личности. И у него она часто, эта печаль, принимает форму женщины-смуглянки, охотящейся за птицами с сетями из ветра. И эпитет, который часто используется, встречается в поэзии Лорки – слезная Андалусия. Действие происходит в ночи, обязательно беспросветной ночи, потому что человек ночью чувствует себя одиноким, да, Кордова одна на свете. И свидетелями его трагедии, его боли оказываются только мрак, звезды и луна. А это свидетели равнодушные. Это свидетели, которые находятся очень далеко и которым абсолютно все равно на твои страдания и твою трагедию. Отчего твоя боль усиливается, а переживается еще острее. В религиозном плане, цитирую Лорку, стихи Канте Хондо, он имеет в виду не свои стихи, а фольклор, это пантеизм. Напоминаю, пантеизм – это религиозное представление о том, что весь мир, вся природа у нас одухотворена. И поэтому моральной ценностью, нравственной ценностью наделен каждый листочек, каждое деревце. Да? Вот. Ну, понятно, да, о чем я говорю? Вот. Каждая березка, каждый листочек, каждый ржаной колосок, да? Поле, русское поле. Вот, я немного вперед забегаю. Очень похожее мироощущение, что весь мир у нас одухотворен неким божественным началом, и сливаясь с ним, ты становишься частью космоса, частью природы и постигаешь вот эту истину, глубину истины, которая непосредственно в тебя входит. Ты ее не понимаешь, не объясняешь себе, а ты ее просто осознаешь, ты ее постигаешь. Вот. И поэтому такие абстрактные эмоциональные персонажи, как здесь в последней строчке перечислены. Воздух, земля, море, ветер, рыдание. Сакральное отношение ко всему, что связано со смертью. Как я сказал чуть ранее, смерть неотвратима, и эта неотвратимость полностью заполняет сознание лирического героя, поэта, потому что в данном случае это одно и то же. И две трактовки смерти. Первая мифологическая. Раз смерть неотвратима, то ее нужно принимать как данность. Более того, твоя индивидуальная смерть – это же только одно звено в цепочке, а цепочка-то бесконечная. Отряд не заметил потери бойца. И Яблочку песню допел до конца. Новая песня придумала жизнь. Да? То есть для того, чтобы появилось что-то новое, ты должен умереть. И поэтому, с одной стороны, смерть неизбежна, и смерти бояться не надо. Это народное, фольклорное представление о смерти. Ну и христианское тоже. Не совсем, там бессмертие души. Дело в том, что вот в данном случае человек растворяется в последующих своих проявлениях, а у христиан он все-таки индивидуально сохраняет. И здесь вот именно он отказывает от своей индивидуальности, растворяется. А вот католикам это свойственно? Что? Католикам свойственно такое? Ну, можно сказать, что да. Но это пантеизм. Пантеизм, в принципе, христиане не очень одобряют. А католики разве бессмертие души не говорят?
Нет, они верят в бессмертие души. Но я же говорю, что у католиков, в традиционном христианстве, в таком каноническом христианстве, Бог отделен от творения. То есть есть Творец, есть творение. А пантеизм – это представление о том, что частица Бога присутствует в каждом творении. И поэтому ты, умираешь не насовсем. Да, вот. Частица тебя все равно остается в этом мире, и божественная искра, которая у тебя есть, она тоже присутствует в этом мире. Но это не совсем, это такое ближе к языческому, да, варианту. Ну да. А вот все-таки не ясно, почему в католической такой сугубо католической стране какое-то вот в начале 20 века произошло отторжение и разрушение. А что с церквями и священниками делал народ Богословия? Они более прочный оплот. А что делали с церквями и священниками, делал народ богоносец в начале 20 века? Вы думаете, это только в Советской России так происходило? Нет, это тенденция во всей европейской культуре. Принимала разные формы, но разочарование и скепсис по отношению к религиозной картине мира, к институтам религиозным, она присуща всему 20 веку, всей европейской. А уроки, получается, сугубо индивидуальное, да, представление о том, что вот смертность наступала? Вот, я к этому сейчас и перехожу. Вот то, что я сейчас говорил, это касается первого пункта, мифологическое представление, народное представление. Да? Ну, понимаете, да, христианская логика простая. Вы теленок рождается, чтобы его потом зарезать. Да? Свинью кормят, чтобы потом ее зарезать. Мы рождаемся, чтобы умереть. Да? Зерно бросаем в землю, оно погибает, но зато рождает новое зерно. А мы-то с вами люди просвещенные, образованные, живущие в 20 столетии, и поэтому возникает вторая трактовка смерти. Что человек понимает, что как личность, как индивидуальность, не через своих детей, не через своих родственников, а вот как сам личность, он прекратит свое существование. От этого очень грустно. И отсюда вот эта тоска, вот эта печаль, вот этот плач. Да? Поэтому вот эта фольклорная основа, на нее накладывается осознание конечности и трагичности твоей жизни как современного человека. И почему они ищут любовь, да, которая смыкает крайности? Потому что у народного сознания понятия оторванности нет. А вот у современного человека, в силу того, что он осознает свою индивидуальность, он оторвался от этого вечного круговращения в природе. И поэтому он понимает, что его существование – это трагедия для него. Почему? Вот второй пункт, да? Потому что он знает, что он неповторим и уникален. Что такого, как он, больше не будет. И поэтому его смерть – это трагедия. Трагедия, конечно, в первую очередь для него, но и для мироздания вообще. И поэтому такое травмирующее восприятие конечности своего существования. Да? Не увижу я башни Кордовы, потому что я умру. Дело не в том, что он не успеет, да, что у него плохое здоровье, а дело в том, что рано или поздно настанет ситуация, когда он захочет увидеть башню Кордовы, а не получится. Вот. И как я говорил чуть ранее, сила, которая пытается бороться со смертью, это любовь. Любовь, по мнению испанских философов, и Лорка в этом отношении повторял идею Мигеля де Унамуна, это способ, которым мы отпечатываем себя в душах других людей. Это не только физическое потомство, и не столько физическое потомство, сколько то, что вы свой образ проецируете на человека, которого вы любите. И таким образом вы себя тиражируете. И чем теснее связь ваша с этим любимым человеком, тем эффективнее вы противодействуете силам разъединяющим, силам, умножающим хаос, окружающим нас мире. Пример пейзажной лирики Гарсия Лорки. Речь идет о 3 реках, которые протекают по Андалусии. Значит, грустная песня, грустное стихотворение, и понятно почему. У нас есть 3 прекрасные реки. Гвадалквивир, Дауро и Хиниль. Да, Дауро и Хиниль.
Прекрасные реки, но, видите рефрен, «Ах, любовь, ты исчезла навеки». По рекам твоим, Гранада, плавают только вздохи. Или «Дауры Хиниль, часовенки мертвые над затоном». Да, а образный ряд типично андалусийский. Тут апельсины, тут гранаты. Вот это сравнение одна кровью, другая слезами, это визуальный образ, потому что Гвадалкавир протекает по ложе из красной глины, и поэтому это красная вода, речная вода. А Даура протекает по каменистому ложу, и поэтому там прозрачная вода, как слеза. Почему же грусть? Любовь-то исчезла навеки. А потому что реки-то эти будут течь, текли вчера, текут сегодня, будут течь завтра, а я-то когда-то прекращу свое существование. И поэтому чем прекраснее эти реки, чем прекраснее окружающий мир, тем тоскливее мне на душе. Потому что я понимаю, что я не вечен, глядя на эту природу. Да. И отсюда вот такое Гвадалкавир струится в тени садов апельсиновых. Такой прекрасный образ, да, такой цветной образ, цветастый образ. Пламенеет цветы граната. Ах, любовь, ты прошла, словно ветер. Ах, любовь, ты исчезла навеки. И грусть возникает, когда он говорит про себя, про свои эмоции. В стихотворении Михаила Светлова были струны, да, страданий. У Лорки это гитара. Гитара – это тот инструмент, который выражает вот эту тоску. Поэтому гитара обязательно плачущая. Как там в песне поется? «Две гитары за стеной с горя застрелились». Да? Вот. Гитара – это инструмент, который должен нас вгонять в тоску, в печаль. Вот. Ну вот этот перевод я знаю чей. Это перевод Марины Цветаевой. Ну, начинается плач гитары и так далее, да? Теперь я бы хотел обратить ваше внимание на следующее сравнение. Так плачет стрела без цели, то есть незавершенное действие, неосуществленное желание, несбывшаяся мечта. Так прощается с жизнью птица. У гитара бедная жертва 5 проворных кинжалов. Что это за 5 проворных кинжалов? Да, совершенно верно. Это пальцы гитариста. Логика понятна, да? Гитара плачет, потому что плачет тот, кто на ней играет. Да? Ну или как у Розенбаума пелось, да? Фальшь мне причиняет боль. И коснуться... Да, то есть терзание гитары – это терзание душевное, которое испытывает гитарист. Ну, похожий образ в стихотворении «6 струн». Гитара, и во сне твои слезы слышу, рыдание души усталой, души погибшей, из круга рта твоего вылетает гитара. Тарантул плетет проворно звезду судьбы обреченной, подстерегая вздохи и стоны, плывущие тайны в твоем водоеме черном. Да, то есть, когда музыкант берет в руки гитару, он сразу же думает о том, как быстро, как скоро он умрет. И чем дольше он играет, тем больше он об этом думает, и тем громче и безысходнее плачет его гитара. Вот. Следующий сборник стихов Лорки назывался «Цыганская романсера». Андалузия или Андалусия, Южная Испания, где кроме мавританского влияния сильно велико влияние цыган. Кармен, помните, да? Типичное испанское произведение, где главный герой один баск, другая цыганка. Да? Произведение без Здесь главный персонаж. Это опять-таки цитата из
комментариев самого Лорки, это горе, господствуют две силы, любовь и смерть, которые ведут бескомпромиссную борьбу. Послушаем две песни на стихи из этого сборника. Перед тем, как послушать, прокомментирую название. Сейчас вы услышите текст, в котором, в отличие от предыдущих стихотворений, вы ничего не поймете. Вы ничего не поймете, но будете слушать, не отрываясь, не отвлекаясь. Почему? Этот сборник был написан Лоркой под влиянием сюрреализма, французского сюрреализма, который стремился к тому, чтобы отключить у человека всякие формы рационального мышления, чтобы читатель переставал думать, размышлять, а он полностью погружался в текст. Он приходил в состояние такого транса. Отсюда название сомнамбулический. Сомнамбула, помните, да, это человек, который совершает поступки, не отдавая себе в этом отчет. И поэтому обороты, которые вы услышите, они будут очень красивыми, они очень будут эстетичными, но целостно, но логическая картина, она будет у вас будет нечеткой. Но в этом и цель поэта. Такой психоделический текст. Погружение вас в мир воображаемой ситуации, где главная эмоция то, что человек представляет, а не то, что происходит в реальности. Это самое известное, пожалуй, стихотворение Гарсиа Лорки. И помните, я обратил ваше внимание в стихотворении Михаила Светлова «Степной малахит». Вот, любили сюрреалисты неожиданные цветовые сочетания, обозначение цветов. И здесь у нас через все стихотворение проходит зеленый цвет. Если попытаться вчитаться в это стихотворение, то ситуация вроде бы такая. Девушка стоит на балконе. Правда, выглядит она странно. Серебряный иней взгляда и зелень волос и тела. То есть она вся зеленая, а глаза у нее серебряные. Да? Сюрреалистический образ. Ну, вспоминайте картину Сальвадора Дали. Вот они дружили, это одно и то же. Вот, девушка стоит на балконе, она у перил сидела. И весь мир с нее глаз не сводит, и только она не видит. Под ее балконом появляются двое, эти двое начинают разговаривать и начинают друг друга убеждать, что надо подняться к ней на балкон. Они поднимаются на балкон. Вот. Земляке отдать согласен, коня за ее изголовье. То есть там есть две строфы, которые представляют собой диалог этих двух мужчин. И поднялись они оба к этим перилам зеленым, и след оставался кровавый, и был он от слез соленым. Да? Кровь и слезы, помните, любимый образ. И вот когда они уже поднялись на балкон и встретились с этой девушкой, у нас появляются жандармы. Вот. Как тихий двор голубиный, когда патруль полупьяный убежал, сорвав карабин. Это вот такой очень расплывчатый сюжетная канва данного стихотворения. Но это не главное. Главное что? Главное вот эти словосочетания. Далекий парусник у моря. Ощущение того, что то, чего ты хочешь, находится далеко. Далекий конь в перелеске. То, что ты хочешь, ты чего-то хочешь страстно, но это где-то далеко. Да. Она у перил, то есть она на балконе, и поэтому от тебя тоже отдалена. И вот эти необычные сочетания. Смоковница чистит ветер наждачной своей листвой. Гора одичалой кошкой встает ощетиной хвою. Вот такие необычные обороты. Это сочетание вот этого андалусийского пейзажа, андалусийского фольклора и европейского французского сюрреализма.
Вот стихотворение нужно читать, обращая внимание вот на эти сочетания. Бархатный закат, помните, да, степной малахит. Вот стихотворения, они ценны именно такого рода оборотами. Содержание в данном случае не только не важно, оно скорее мешает. Вот событийный фон, событийный ряд, он мешает. Главное погрузиться вот в эту визуальную и звуковую картину. Совершить такое психоделическое путешествие. И похожее стихотворение, вот, оно сегодня будет последним у нас, не последним, но из улорки будет последним. Романс о Луне. Ну, вы уже поняли, что раз Луна, то это смерть, это холодность, это равнодушие, поэтому, значит, будьте готовы. Да. Ну, традиционная трактовка этого стихотворения – это описание убийства ребенка. Вот. А ребенок знает, что он скоро умрет, и поэтому разговаривает с Луной, обращается к Луне. А Луна его дразнит, и, как я сказал, Луна – это смерть и равнодушие. Ну и последняя строчка. Да, на ледяной наковальне сложены детские руки, а ветры след хоронили. Но я встречал другую интерпретацию этого же стихотворения. Это рассказ о том, и еще раз, да, Луна в цыганскую кузню плыла Жасмина Валанов. Вот абсолютно сюрреалистическое сочетание Жасмина Валанов. Так вот, другая интерпретация, с которой я встречал. Мальчик-подросток полюбил взрослую женщину, которая в этом стихотворении представлена в виде Луны. И он боится, что придут взрослые, и это счастье будет разрушено. Да. Почему допустимо и то, и другое? Потому что, как я упомянул ранее, у нас природа в стихотворениях Лорки очеловечена. У нас ветер – это человек, у нас конь – это человек, у нас травы – это люди и так далее. Все явления природы, они очеловечены. И поэтому Луна может быть одновременно быть источником холодного света, а может быть и взрослой женщиной, которая играет, забавляется с несмышленным ребенком. Вот. Ну и, как я вам обещал, неожиданные параллели. Мы сейчас встретим образы Федерико Гарсиа Лорки, я уверен, в очень неожиданном для вас контексте. Еще раз напоминаю, да, очеловеченная природа, пантеизм, ощущение того, что ты приникаешь к чему-то настоящему, к чему-то подлинному, к чему-то истинному, к чему-то вечному, когда ты сливаешься с окружающей тебя природой. Давайте сравним, да? Итак, берем текст песни про березу. Где у меня тут? Да. Ну, давайте в порядке текста, да, в порядке того, как в тексте все. Отчего так в России березы шумят, отчего белоствольные все понимают? У нас была луна, здесь у нас береза. Или, так, сейчас. Смоковница чистит ветер, наждачен своей листвою. Здесь у нас у дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Там у нас наждачная листва, а здесь у нас печальная листва. Так, гитара. Даже части тела будут те же самые. О, гитара, бедная жертва 5 проворных кинжалов. Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последняя эх западает. Да, горе, кинжалы, здесь эх западает. Вот. Теперь печальные листья.
А печаль не кидают. Простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. То есть вот когда я осознал одухотворенность окружающей меня природы, я приник к какой-то истине. Теперь, не печалься, говорит он моей родной, почему? Потому что я с тобой расстаюсь. Старуха на прощание махнет рукой, но я же вернусь. Как возвращается листва, которая погибает осенью и опять возрождается весной. Да. Вот. Итак, музыкальный инструмент гармошка. И, наконец, рефрен. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Помните, я только что говорил. Народное сознание воспринимает человек воспринимает в нем как часть некого целого, а современный человек, он ощущает свою оторванность. И здесь у нас оторванный листок. Ну и следующий, последний пример, тут, я думаю, вы уже догадаетесь. Помните, да, Кордова одна на свете, яблочко песню и так далее. Ну, опять-таки, открою текст, и вам параллели будут понятны. Так. Брусничный цвет, алый до рассвет. У Лорки пламеняют цветы граната, гранатовый цвет. У Светлова, помните, был бархат, да, бархат закат, бархат рассвет. Здесь у нас тоже есть конь. Теперь смотрите. Никого не видать, только мы. Мы с конем одни, а поле какое? По бескрайнему полю моему. Это как с реками. Реки бесконечно текут, а я рано или поздно закончусь. Мы одиноко себя чувствуем. Почему? Потому что вокруг мир бескрайний. Вот. Дай-ка я разок посмотрю. Да. Смена дня и ночи, рассвет и закат постоянно, а мне осталось только разок посмотреть. Вот. Ну и золотая рожь да кудрявый лен, там у нас были гранаты, и был, ну, в общем... Апельсины. Да, и апельсины, совершенно верно, да. И я влюблен в тебя, Россия влюблен, да, то есть и появляется чувство любви, которое было и в стихах Лорки. Как я говорил в самом начале, это сходство не случайно, потому что когда поэты стремятся выразить что-то самое сокровенное, так, еще раз. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, то они обязательно используют образный ряд, который становится универсальным. Ну, как по Проппу. Волшебные сказки, они строятся по одним и тем же формулам. И поэтому, когда вы хотите выразить сильные эмоции, вы используете те же самые образы, независимо от того, в какой национальной традиции пишут эти стихи. Вот на этом я заканчиваю. Это был последний мой пример.